Рада приветствовать вас в Набережных Челнах. Мы в Казани недавно относительно проводили тоже круглый стол с нашей молодежью казанской. И Лейла Лерон, блогер, наверное, вы ее знаете, она рассказала то, что вот в Челнах тоже есть очень активные ребята, и рассказала про Урбат Татар. А потом Шамиль Мухаммедович рассказала нам про Кунгель Радио, что есть там такие ребята-энтузиасты, которые работают, вот они проводили марафон, там 30 часов в эфире, и, в общем, рассказал про вас, и, собственно, мы решили, надо познакомиться и что-то совместное сделать. Ну и вот, собственно, почему мы здесь, да, находимся. В 90-е, например, Челны был более национально активным городом. И хочется спросить, он продолжает этот город оставаться таким же, или же Казань его опередила? На ваш взгляд, как людей, которые живут здесь, ведут такой активный образ жизни, участвуют во всем. Я думаю, пожалуйста, кто хочет высказаться. Произошла некая трансформация. В 90-х это был такой националистический костер, откуда все начиналось, Фавзия Байрамовалара и другие организации Азатлык. Вот. Потом это на самом деле все перетекло в Казань, а потом вот именно такое более хипстерское, классное альтернативное движение зародилось в Казани. Но мне кажется, сейчас в Челнах просто идет какое-то тоже трансформация вот этой авторской темы, вот, и поэтому, мне кажется, это просто неравнозначное явление, потому что мы живем в разных контекстах с Казанью. А в какой момент это произошло? Вот когда вот началась здесь эта активность хипстерская, так скажем? Мне кажется, хипстеры это мы, татары. Но на самом деле нет. Вот была некая предтеча, потому что еще были популярны... Ну, я вообще рассказываю свою субъективную оценку из того, что я знаю. Наверное, в 2010-х годах были очень популярны дискотеки Шек-Шек-Пати, да. Вот, в опере. Татарские дискотеки их делали Тата Продакшн. Вот сейчас современная, как Айда Шаярд, Рамиль Агдеев и другие, и это прям вообще было супер популярное мероприятие, когда... Это именно для татароязычной молодежи, я правильно понимаю? Не только, я просто помню, моя сестра рассказывала, что ее русские одногруппники Авылга, вот пели, короче, прям, и это было вообще востребовано различной аудиторией. Вот, и поэтому, мне кажется, вот предтеча была вот эта, я вот за Урбан Татар могу сказать, и вот вся деятельность, которая происходила, просто мы совсем молодые, в 2019 году наше сообщество было организовано, и, например, тот же самый фестиваль, акция Минтаташи Силешем, Ренат Алар проводили, я знаю, да? Вот. Да, в свое время, когда я была студентом, организация у нас была под названием Чулман, мы каждый год проводили Минтаташи Силешем акцию в Челнах, да. Сейчас, так полагаю, такой организации нет, в нашем учебном заведении. Тогда оно было ИНЭКО, сейчас уже КФУ присоединилось. И мы прямо активно вели такую татарскую деятельность, национальные фестивали устраивали, Коргабуткас, Сабантуи среди студентов. А когда оно прекратило существование? Быть активной молодежь? Возможно, именно вот наше поколение, допустим, да, вот 93-го года, наше поколение такое более татароязычное было, более такое вот национальное, что ли, а сейчас уже эта молодежь как-то, возможно, не знаю, может уже поколение другое, либо как-то так произошло, что потихоньку все начали переезжать в Казань, или что, вот честно не знаю. Мне кажется, это не совсем так, это больше связано с личностью. Вообще все татарские проекты очень завязаны на личности. Есть одна личность, которая является ядром какого-то проекта, и там элементарно, если эта девушка, она выходит замуж, она рожает ребенка, все. У нас было так же, да. То есть, когда мы еще учились, она уже была, в принципе, беременна, там она родила, но у нас еще существовала наша организация. Но потом уже и все, когда выпустились, и уже у нее второй ребенок пошел, вот у нас вот Гузель тоже была руководительницей, да, уже приоритеты поменялись, она уже, получается, все вышла замуж, семья. То есть до этого, если она еще там в магистратуре где-то училась или еще как-то была связана со студенческой жизнью,
А потом уже, ну да, приоритеты меняются, и основной костяк ушел, и она сама, наша руководительница, ушла. И да, кстати, правильно говоришь. Мне кажется, еще с КВНом та же ситуация, Рамиль Агдеев переехал в Казань. Ну да, как раз тоже хотела сказать, что основные активисты КВН тоже в Казани, они как-то начали там все организовывать, поэтому и КВН как-то немножко, они даже сами это говорят, что последователи есть, но не настолько активные, как они, видимо, что ли. Но я не считаю, что это плохо, это естественный процесс. Иногда, когда ты общественник, просто хочется жить простой жизнью. Это да, но почему вот уезжают из Челнов молодежь? Не уезжают. Ну вот, не считая вас, да, вот таких активных. Нет, на самом деле это не то, что мне тоже казалось, вот дичайшая миграция в городе, еще что-то, на самом деле это не так, это просто естественный процесс. Вот эта текучка, она происходит из Казани в Челны. Например, я пока жила 2 года, и я знаю много ребят, которые обратно вернулись в Челны. Это вообще нормальная тенденция. Кто-то уезжает в Казань, кто-то в Челны, и это вообще на самом деле не ограничивается 2 городами. Это очень много. Это очень естественный живой процесс, это на самом деле круто, это же культурное обогащение. И сейчас, на самом деле, мне кажется, стираются какие-то рамки, что что-то проводится только в Казани или в Челнах. Мы такие 2 отдельных сообщества, которые абсолютно друг друга не знаем, потому что я знаю, к Умульде постоянно приезжают все артисты, сюда приезжают, к нам приезжают музыканты, выступают, мы едем, там что-то делаем, совместные проекты. Нас в Альмет, например, звали, в Альметьевске мы делали в рамках Каракус-феста площадку. Ну, не знаю, мне кажется, это вообще супер крутая тенденция. А вот хочется, чтобы вы рассказали немножко о проектах Urban Tatar, да, и больше на каких языках они делаются, то есть на русском или на татарском. Вот вы делаете на этом акцент? Вообще, вот для вас это важно? Ну, на самом деле, когда я переехала в Челны, я абсолютно никого не знала. А откуда вы переехали? Ну, я училась в Казани 5 лет. Я думала, я приеду в Казань, поступлю в Казань, столичную, Энигейте, Митавени, Козагоките, Шалазов, Зудишек, Митавишапалананда. Вот, а потом я поняла, что я люблю Челны, вернулась в Челны, и просто очень спонтанно минем опа жизни, сидели на кухне на январских каникулах. Ну, типа, надо сделать какой-то татарский проект. Ну, давайте, нужно сообщество, давайте, имя искали долго. Давайте городские татары, Urban Tatar, окей. Вот, это так зародилось, и сегодня это полноценная комьюнити, и я просто дико в восторге от того, что сейчас у нас происходит. Вот на днях мы выиграли в Инде Татархла года. Да. Это на самом деле было супер неожиданно и супер приятно. Вот, Urban Tatar — это такое хипстерское сообщество, я считаю, татарское. И нас на самом деле хейтят за то, что мы иногда делаем русскоязычные вещи, посты можем опубликовать. Хейтят именно за язык? Ну, не только за язык. Не только за язык, и за нашу концепцию. Но на самом деле это лучше, чем быть, если бы к нам были равнодушными. Вот. И если говорить о проектах, на самом деле это такое комьюнити, и мы реализуем различные проекты. Самое крупное — это наше радио. То есть, можно сказать, коллеги с Google Радиоса. Если они придерживаются, не знаю, насколько я правильно сейчас скажу, более эстрадной музыки, правильно. Да, эстрадная музыка, то мы делаем акцент на экспериментальных, альтернативных артистах. И это на самом деле круто, что в Челнах есть 2 полноценных функционирующих радио, которые обволакивают всю вообще музыку. У нас есть приложение для iOS и Android. Вот в этом году мы выпустили, это вообще тоже супер круто, когда в App Store вводишь Urban Tatar, и там что-то выходит. Это дико приятно. Вот. Это радио, где у нас 3 стрима. Также есть виниловая музыка, сказки татарские. И вот мы выпустили свой подкаст, подкаст. Вот он на русском или на татарском? Он на татарском, но следующий сезон мы все-таки думаем, возможно, будет двуязычный. Ну, хотя и в самих подкастах мы разговариваем на 2 языках. Ну, я сама городская татарка, я могу комфортно только на татарском говорить или только на русском, но в повседневной жизни у меня вот этот билингвизм, он из меня выпирает, и тоже смеется надо мной, что я на русском разговариваю. А вот молодежь, например, в вашем комьюнити, да, она больше татароязычная? Ну, смотря вообще по-разному на самом деле. Основной костяк — это татароязычные. Но когда мы привлекаем каких-то специалистов, фотографов, ребят, которые генеративным дизайном занимаются, то есть узких специалистов, нам на самом деле вообще абсолютно не важно, на каком языке разговаривает человек, потому что по итогу, например, мы делали перформанс-шота. И если я буду только замыкаться на том, что мне нужен татароязычный видеограф, я не знаю, то есть конечный результат, что на татарском перформансе будет крутой видеоряд. Ага, почему я спрашиваю про язык, то есть мне интересно, вот есть ли у молодежи, да, которая сейчас активна, осознание того, что нужно делать национальный продукт на своем языке, да, ну то есть было ли это осознание в 2017 году, когда там отменили, допустим, татарский обязательно, да, в школах? Ну, то есть, я считаю, что это проблема, например.
И вот было ли это осознание здесь, в Челнах, и что произошло после этого? Ну, в 2017 году я была в Казани. Я тоже дико это через себя переживала. Но на самом деле я думаю, что Урбан Татар, на самом деле, миссия — это проявление лояльности. Наши артисты татарские, да, популярные, они почему-то, вот как, например, голливудские звезды, не обращаются, не поднимают проблемы своего народа. Ну, допустим, мое мнение, я бы не сказала, что совсем не вещают. То есть, возможно, масштабы их вещания не идут не на мир или еще в какие-то крупные сообщества. А так-то, если вот вообще-то взять, мне кажется, национальное самосознание, наоборот, сейчас как-то поднимается в тех же артистах, потому что того же Элвина Грея, если взять, позиция была его такая, что и есть, я думаю, сейчас, что я хочу делать качественную татарскую музыку, именно чтобы за границей Татарстана, Башкортостана, России нас знали. То есть такие активисты, я считаю, тоже Тимаев, та же Евсия Бадридинова, они всегда себя позиционируют, как мне кажется, очень такими, как вам сказать-то, патриотами, что ли. Я не говорю, что татары должны там вот сейчас на весь мир вещать, я говорю о том, что почему они не говорят о проблемах. Большинство не говорит. Ну, у того же Тимая же есть песня такая, Татарлар, прям... Ну, Тимаев, он прямо борец, да, ну, то есть он один, вы хотите сказать, что их мало, что там чуть ли не единственные выступали, да? Ну, почему это? Вот от чего это зависит? Может, это вообще связано с национальной, так сказать, культурой, что ли? Татары, они вообще народ. Всегда же говорят, татары народ терпеливый, они до последнего скромные, да. То есть это может быть даже, я не знаю, в традициях как-то заложено. Вот сейчас появляется довольно активная молодежь, та же Лейна, например, вот она. Ну, она, конечно, в ее клипе про барс, там, про этого белого барса, понятно, что он такой, как сказать, попсушный, но все равно делаются какие-то попытки унифицировать, что ли, это все. Можно вот скажу, недавно была эфир с актером театра, который исполнял главную роль в фильме «Есянмесис», который скоро выйдет на экраны, да. И вот в этом фильме также говорится, что татары скромные, и вот каждый раз мы себя как-то, ладно, там, нет, не скажу, там, а если скажу, вдруг что-то будет, вот как-то вот так, да. А в этом фильме немножко, как он, я пока его не видела, как он позиционировал, что показывает, что татары тоже могут быть не скромными, а выражать свое мнение, да, то есть вот, ну, это, наверное, поколение. Сейчас нынешняя молодежь, она выражает свое мнение, а наши родители, допустим, да, нет, традиционные, наши родители, не говори, нельзя, там, слушайте мужа, вот такие наши родители, поколение. У меня нормальные татары вокруг. На канале БЭС вышел такой короткометражный фильм, вот, к сожалению, не запомнил название, мне очень было интересно, кто его снял. Но вот если канал БЭС нас смотрит, или я не знаю, кто там, Дамир, надо будет у него как-нибудь спросить. Кстати, очень классный фильм был такой, именно художественный, связанный тоже вот с как сказать, с татарскостью, с нашим каким-то самосознанием. Как вот Рената правильно говорит, попытки-то есть. И как вот правильно вы говорите, много чего происходит. Просто, мне кажется, даже просто мы этого не знаем. То есть большинство мы не знаем. И от того, что мало популяризировано, и, скорее всего, может, и господдержки не хватает. Может, все-таки должна быть какая-то еще и господдержка в этом. Как у вас, вы привлекаете наверняка спонсоров, вы же на что-то устраиваете, да, и создаете проекты. Вообще мы смотрим и на Минкульт, и на Минмол, и мы грантами занимаемся, фандрайзинг, привлечение ресурсов, у нас как бы есть отдельные люди, которые этим занимаются. На самом деле сегодня вытащить деньги — это не проблема. Ну как бы, или привлекаем спонсоров. Ну, если бы вы сказали, вот некоторым ребятам из Казани, они бы с вами очень не согласились. Ну, значит, они просто необразованные, все. На самом деле сегодня очень крутая от России, от Татарстана грантовая поддержка, которая как раз заточена на то, что пройди, господи, в Ютубе 10 минут обучения, как заполнять грант, отчитаться и сделать. Очень крутая поддержка. Мы свои деньги тоже вкладываем, но это естественный процесс, то есть, ну, не знаю, какое-то предпринимательское мышление. Или есть же человек, который понимает, как работать с деньгами, просто надо грамотно делегировать все процессы. Поэтому, не знаю, вокруг меня тоже адекватные татары с этой стороны. Ну, с этой стороны тоже. А есть ли что-то, то, что мешает реализации ваших планов, вот, если не считать материальную сторону? Время и человеческий ресурс, все. Мы очень сильно выгораем и устаем. Больше у нас проблем нет. А у вас вообще сколько человек занимается в вашем комьюнити? Человек 10, основной костяк. И вам недостаточно? Нет, конечно. То есть это же полный процесс от начала, то есть создать идею проекта. Просто я очень люблю наши мероприятия, потому что мы от и до организуем каждую деталь. То есть вот у нас ребята с команды знают, как просто
Там даже центрирование сторис должно быть одинаковое, там, не знаю, чтобы вот продумать, чтобы каждый человек, который придет на мероприятие, он должен супер довольный уйти, пройти все точки касания на мероприятии, остаться довольным. Вот, и у нас просто мы иногда выгораем, и, ну, ладно, сейчас мы еще хотя бы неделю можем, нет уж, нормально. Раньше, когда мы делали мероприятие, мы полгода могли не видеться, потому что мы ненавидели друг друга, мы устали друг от друга, просто, я просто хочу спать. Возраст где-то 20-25, 18-25, то есть у них есть учеба, а еще когда ты, например, на первом курсе, тебе, господи, ты не понимаешь, как это на эти пары ходить, совмещать это, ты просто хочешь поспать, покушать, у тебя денег нет элементарно, там, не знаю, например, мы собираемся поздно вечером и в 11 уезжаем. Ну, некоторые студенты не могут себе позволить на такси уехать. Ну, вот какие-то вот такие человеческие чисто ресурсы, вот, но остальное, в принципе, вроде все в порядке. Можете пожаловаться. Хотели, чтобы вы рассказали про форум татарской молодежи, который вы, да, являетесь одной из организаторов, да. Как это все происходит здесь, в Набережных Челнах? В Челнах это происходит очень круто, потому что это организовывает Урбан Татар, наверное, я так думаю, одной из главных вещей это является, потому что у нас хорошая команда. Форум мы организовываем в октябре, уже 2 раза, получается, мы его организовали. Основная как бы мысль форума — это собрать татарскую молодежь, их как-то прокачать, познакомить их с современными какими-то татарскими трендами, вообще культурой татарской, современной музыкой. И в том году мы создавали вместе с ребятами новые проекты, в этом году мы как бы модернизировали, развивали уже существующие, то есть распространенные проекты, например, тот же КВН, Эйде Шояр, там, Йолкон журнал, мы всех звали спикеров. Спикеры рассказывали о своих проектах, и потом, поделив ребят на команды, мы уже с ними работали отдельно. Каждый предлагал свои идеи какие-то. Очень интересная вещь, мы использовали интерактивную доску Миро. И ребята, получается, обмозговали, мозговой штурм был, они представили какие-то свои идеи и уже потом пошли за компьютеры, все это заполнили, красиво так оформили. И у нас уже есть продукт, получается, это доска, она как бы сохраняется. Вот есть индейцы, привели пример. И индейцы, как бы их знает весь мир, но они варятся вот в своей, варились, да, и как бы о них просто узнали, потому что они сохранили вот это свое. То есть, может быть, татарам тоже не надо ни на кого смотреть и там вот создавать и там развивать свою культуру, да, и свое наследие, и вот не лезть никуда и никого не копировать. Вот что вы думаете на этот счет? Вообще во всех сферах, я имею в виду. Мне кажется, татары самодостаточные. Ну, не знаю. Ну, в нас все равно вшит этот сейчас и западный формат. Как, по-моему, мы поглощаем тоннами эту информацию. Ну, то есть невозможно их избежать? Конечно, нет. Ну, ТикТок, Инстаграм, Ютуб. Просто вот так вот. Песни вот эти иностранные. Они же откладываются все равно в сознании. Но поэтому вот это откладывается, и это на самом деле хорошо. Почему бы не интегрировать это что-то, но все равно национальная идентичность же она живет внутри. Ты как бы все равно мыслишь на татарском и национальными татарскими кодами в любом случае. Ну, это я так думаю. Ага, вы что? Можете... Ну, я, как сказать, постарше, да, и, наверное, может быть, и учитывая, что мы еще работаем как бы на традиционном эстрадном радио, и, может быть, я вообще могу сказать, что мне так кажется, что мы вообще сейчас живем на какой-то границе. То есть сейчас такой момент, когда еще предыдущее поколение еще, как говорится, в силе, и они еще хотят продвигать свое традиционное, но уже растет и выросло, точнее, новое вот это вот поколение, да, которые хотят мыслить более свободно, вот как вы говорите, уже сшитыми вот этими европейскими какими-то, не знаю, картинкой вот этой всем, да. И мне кажется, что вот сейчас как раз происходит какой-то вот, ну не знаю, даже как перелом, что ли. И получается, и мне даже кажется, немножечко как конфликт поколений, потому что... Но это хорошо больше или плохо, на мой взгляд? На мой взгляд, это неплохо, то есть, как говорится, двигаться куда-то в новом направлении, обогащать, как-то меняться, это неплохо, но все-таки, скорее всего, вот я почему и понимаю предыдущее поколение, то что они трубят везде, чтобы не потеряйте корни-то не потеряйте. Мне иногда кажется, что я более татарское поколение, чем мои родители. Они все-таки поколение совок.
советского Есть мышления. такое ощущение, да. Но Согласна я с вами. считаю, что у меня национальная идентичность передалась от поколения бабушек и дедушек. То есть вот это вот иман внутренний, вот это то, что я летом ездила в Волга, это на меня настолько сильно повлияло. То есть бабайның анда азаплык радиосын тыңлап, вот утырулары кич белән анда менә көтү кайта һәм кичке җирләрдә намаз укый бабайны шулай әкрен генә шундый тузан төшеп ята бүлмәдә. Вот такие вещи в меня шиты. Но я не считаю, что, ну, как бы у нас семья на татарском разговаривали, но и у родителей наших живет это за счет того, что без бабайларны күреп яшәдек. И в нашем поколении это сейчас живет. И мне кажется, нам самое важное это сейчас передать вот следующему поколению. И вот если вот возвращаться вообще к первой теме, когда мы вот говорили, что уезжают личности, распадаются, это очень естественный процесс. Самое главное это держать преемственность. Шамиль, что вы скажете? Мне кажется, перенимать опыт из-за границы это очень хорошая практика. То же самое, вот, не знаю, у нас никогда раньше не было татарского рэпа. Да? Итифак там появился, да, это же развитие, она так как бы все, что было старое, там, винил, там, или эстрада, она вся останется, а вот что-то новое, то же самое рэп, или группа Амаш, та же самая, там, синти-поп на татарском, это, ну, классно, это слушает молодежь, слушает татарскую музыку в первую очередь, они, может, не всем интересна эстрада, та же самая, поэтому, мне кажется, это очень хороший опыт, брать что-то новое из-за границы, из других стран. Да, мы как раз вот с девочками, с ведущими, с мальчиками нашими тоже постоянно вот у нас, кстати, вот этот вот процесс идет, когда мы в плане ремиксов, допустим, постоянно идет какое-то непонимание некоторых, и, то есть, как это, от любви до ненависти, то есть некоторые ненавидят вообще против этих ремиксов каких-то изменений музыки, а другие, наоборот, только за, они не воспринимают старое. То есть вот и мы вот постоянно об этом рассуждаем, дискутируем тоже на эту тему, и вот все-таки как-то мы склоняемся к тому, что, конечно, нужны изменения, нужны новшества, потому что это развитие, во-первых, а во-вторых, самое, наверное, одно из главных, вот как раз о преемственности, то, что молодому поколению уже сложно воспринять тот формат, который был, который нравился предыдущему поколению, и для того, чтобы как раз-таки вот эта преемственность была, наверное, как раз и нужно идти в ногу со временем, чтобы это поколение его уже воспринимало. Ну, собственно, мы это и доносим. Мы говорим, о, прикиньте, Тукай — это татарский хипстер. Вот сегодня бы он жил, он бы был в трендах 100%, потому что его тоже хейтили. Ильхам Шакиров, его тоже в свое время считали, что он что-то делаешь с татарской музыкой. Сейчас это татарская классика. Мне кажется, тоже через какое-то время нас будут вообще расскажут, что мы такие супер консервативные и все такое, супер классические, недостаточно экспериментальные. Вот просто со временем все равно любой эксперимент он превращается в попсу, так что ничего. В свое время это, конечно, тяжело, когда тебя постоянно хейтят за это, но через какое-то время, когда уже там несколько поколений вырастет, это будет классикой. Я, например, считаю, что в Казани моды нет. Не то, что вот как понятие, а как культуры. Как у вас в Челнах с этим обстоят дела? Рената, ну-ка ты что скажешь? Я просто не знаю, в понятии моды она же для каждого своя. Например, если в Казань приезжаешь, там люди как-то не боятся, наоборот, самовыражаться, как будто бы одеваются интересно. Ну вот это вы заметно, да, свое наблюдение? Как будто бы, да, в Челнах как будто больше серость, вот, то есть, ну, мало таких, кто там как-то одет интересно, прикольно. Нестандартно как-то. Нестандартно, да, например, если так же брать. То есть они все в основном как-то сливаются друг с другом, как-то в Челнах. Как будто в Казани больше можно встретить людей, которые, например, там тот же красный шарф на себя одели, как-то интересно, или желтый, например. А если касается татарской моды, ну как-то мы вот в подкасте в первом выпуске тоже обсуждали, что такое татарская мода, и фестиваль Пшем-Базары. Там были просто единичные случаи, когда действительно это было очень стильно. Массовости-то нет, это не ширпотреб. То есть вот. Это только на уровне выставки, на уровне какого-то такого крупного, громкого мероприятия можно организовать и показать людям. А именно в массы, как оно пойдет? Во-первых, цена, во-вторых, ну, как сказать, во-первых, откуда вообще молодежи или ну, там, подросткам и потом молодежи об этом узнавать? Вот как вот вы, например, вот узнаете об этом? Моя коллега, девушка, да, она молодая, недавно к нам пришла, и она сделала очень такой большой лонгрид о национальной моде в Казани, именно вот в чем ходят мусульманки. И оказалось, что вся эта мода мусульманская перенята от арабок и турков.
Вот. Сток? Да. То есть, опять-таки, ничего казанского и татарского там нет. Мне кажется, мы пока все еще сидим, что-то критикуем, а ничего продуктивного не Вот, по поводу этого, как раз я говорю своему главному редактору после первого круглого стола с ребятами в Казани, да, сказала, я говорю, мне скучно просто сидеть и болтать. Вот мне это не нравится, просто сидеть болтать, мне хочется что-то делать. И он говорит, вот съездите, значит, в Челны, познакомься с ребятами и давай сделаем что-то совместный какой-то проект. Вот, так что я вас предлагаю после Нового года, наверное, после новогодних каникул, не знаю, там, когда будет у всех время, найти его, и чтобы вы приехали к нам в Казань, соберемся с нашими ребятами, с которыми мы уже собирались, и еще кого-то, и создать какой-то совместный проект. А я предлагаю, чтобы вы приехали в Челны. В Казани очень много татарских проектов, на самом деле. Хорошо, или поступим, да, или мы к вам снова приедем. Это было бы очень интересно. Но мне, например, было бы очень интересно. Я думаю, что нашим ребятам, которые активные, тоже. Да, потому что челнинский татарский контекст, он отличается от казанского, мне кажется, это вам будет тоже супер любопытно. С казанским мы всем знакомы, потому что почему-то там какой-то пространственный вакуум, видимо, существует, потому что когда мы постоянно ездим в Казань на мероприятия татарские, это 2,5 часа занимает. Когда говоришь, приезжайте из Казани, о, он давит узок барасы, короче, какой-то пространственный. Я сегодня тоже так думала. Вот, поэтому, а в Казань мы чуть ли не на каждые выходные ездим. Поэтому мы со всем этим знакомы, со всеми этими ребятами, как бы, поэтому давайте лучше вы меняйте локацию, сделаем культурной столицей татар Челны. Давайте, это очень интересные эксперименты и проекты, это всегда интересно.